Ради Хабиров поручил начать восстановительные работы на территориях, пострадавших от подтоплений. Из-за аномального количества осадков в некоторых муниципалитетах размыло дороги и мосты. Тему обсудили на оперативном совещании правительства. Также на заседании говорили о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Подарок Башкортостану из Красного Луча, награды воинам и подготовка к учебному году. Об основной повестке совещания в материале Динары Таймасхановой. Крепко жмет руку Оскар Сидиков не только главе республики, но и своему наставнику в его лице. На кителе отныне орден Шеймуратова. Будучи офицером, с первых дней он был на спецоперации. Сегодня участник программы «Время героев», которая реализуется по поручению президента России. Из 43 тысяч претендентов отобрали 83, в том числе офицера из Башкортостана. Наставником военнослужащего стал Ради Хабиров. Оскар Сидиков уже стажируется в администрации главы республики. Я с 2007 года езжу уже по России и очень хотелось вернуться к себе, на родину, к своим близким, родным. И Ради Фаритович дал мне уникальный шанс осуществить свою мечту. Орден Салавата Юлаева прикрепили на форму замкомандира полка Башкортостан подполковника Рустема Шагабуддинова. 29 июня прошлого года Ради Хабиров вручил формированию боевое знамя. Эта дата считается днем основания полка. И особенно благодарен, Ради Фаритович, вам я лично, и личный состав передал огромный привет, огромные слова благодарности за ваше личное участие. Сначала в становлении нашего полка, а теперь при выполнении боевых задач. Здесь же показали подарок, приехавший в республику из города Красный Луч. Это коробка для пулеметной ленты. Она имеет прямое отношение к легендарной 112-й Башкав-дивизии. Это вот коробка от пулеметной ленты для пулемета, которая, знаете, на месте сражения нашей башкирской кавалерийской дивизии. Это действительно связано с историей башкирской кавалерийской дивизии. Я сегодня хотел нашему директору музея государственного передать на личное хранение. Экспонат отправят на хранение в музей башкирской кавалерийской дивизии в Демском районе Уфы. На совещании вновь говорили о помощи бойцам и их семьям. Тема остается приоритетной для региона. Сегодня в республике есть 39 мер поддержки. В скором времени появится единый реестр военнослужащих. Система электронного взаимодействия ускорит процесс решения вопросов бойцов. В 4 пилотных субъектах России в сентябре запустят вот этот СМЭФ. Это система межведомственного электронного взаимодействия. И, наконец, эта задача будет решена. Это очень важно, потому что скорость решения зависит именно вот от этого. Зачастую мы очень сильно из-за этого буксуем. Аномальные дожди утихли, а вот последствия еще придется разгребать. Слово на заседании дали главам больше всего пострадавших районов – Абзелиловского, Белорецкого и Учелинского. Размыло в деревнях не только дороги, но и мосты, подтопило дома. Ради Хабиров поблагодарил службы за работу в непростые дни и поручил начать восстановление. В течение 2 недель понять, что мы должны сделать, и, соответственно, закрепить это финансово. Часть вещей текущим режимом, так? Там, Любовь Викторовна, посмотрите. Часть вещей на следующий год через программу фонящих дорог или как и так далее. Все эти вещи надо делать. Если там есть какие-то, так вот, знаете, бывает, семья очень экономически некрепкая, да, где-то какую-то помощь, это уже наша зона ответственности. Посмотрите. Но с главами это отдельно покажем, в случае надо поговорить. В республике началась подготовка к учебному году. У детей будут не только новые канцтовары, но даже школы. Это те здания, которые попали в федеральную программу капитального ремонта. Их в республике 31. Выделенная сумма на обновление в этом году больше 1,5 миллиарда рублей. Это программа президента нашего. Нам удается вот в короткое время провести в порядок большое количество школ. Это вот прям одна из самых востребованных программ. И вот главам муниципалитета мы в ходе семинара говорили, надо готовить программу сейчас и по детским садам, и по общежитиям, колледжам и так далее, потому что скоро мы начнем выстреливать туда. И 6 школ однолетнего цикла мы основной объем работы должны завершить уже к началу учебного года. По двухлетним объектам основной объем работ, по которым должен быть завершен к 1 сентября 2025 года, мы также мониторинг ведем. Там хорошо достаточно движемся, поэтому их 25. И поэтому здесь мы тоже говорим о том, что все
все в порядке. День знаний же для детей начнется не 1 сентября, который приходится на воскресенье, а 2. На торжественные линейки этот перенос никак не повлияет. По традиции они пройдут в этот день у школ. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Азат Ишбулатов. Новости Уфа.